Бывший приверженец группировки «Исламское государство», запрещенной в России, передал СМИ карту памяти с документами на 22 тысячи сторонников экстремистской организации в 50 странах мира. Эти данные могут пригодиться спецслужбам Запада для предотвращения возможных атак боевиков, подобных тем, что произошли в Париже в ноябре 2015 года, когда от рук исламских радикалов погибло 130 человек. Информатор, назвавшийся Абу Хамидом, разочаровался в лидерах группировки и передал секретные сведения корреспонденту британского телеканала Sky News Стюарту Рамси в Турции. Мы сумели идентифицировать граждан 51 страны, от Америки до Китая. В списке много европейских стран, конечно, Британия. Полно выходцев из Северной Африки, арабских стран. Поражает глобальный характер этого движения джихадистов. Рамси говорит, что многие фигуранты файлов побывали во всех горячих точках джихада, от Туниса и Ливии до Сомали, Афганистана и Европы, а также в Турции и Сирии. Они не значатся в ориентировках спецслужб и поэтому спокойно перемещаются по миру. Человек, передавший документы, ранее состоял в свободной сирийской армии, а затем переметнулся в ряды исламского государства. Он говорит, что руководство движением в последнее время прибрали к рукам бывшие иракские военные, члены партии Баас, ушедшие в подполье после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Их идеология и действия, по словам Абу Хамида, лживы и не имеют ничего общего с исламом и шариатом. Это побудило его порвать с группировкой. Ему не понравилось, что лидерство захватили иракские баасисты. Он решил, что с него хватит, и бежал, прихватив с собой карту памяти, которую выкрал у главы службы внутренней безопасности Исламского государства. Ему было известно, что карта содержит важную информацию, но он не знал, какую именно. Документы содержат имена и клички членов и сторонников Исламского государства, номера телефонов, данные о степени знакомства с шариатом, сведения о готовности стать мучеником, то есть подрывником-смертником, либо склонности воевать с неверными, более традиционными способами. Западные лидеры считают Исламское государство более опасной организацией, чем Аль-Каида.